Вспомним всех поименно, горем вспомним своим. Это нужно не мертвым, это надо живым. Елизавета Андреевна Светочева, майор медицинской службы, военный хирург. Народилась Светочева Елизавета Андреевна в 1912 году у вёсцы Будёнука Чуркуленского района Семипалатинской области. Рано стратила бацькоў, выхоўвалася ў сіроцкім дзіцячым доме. Пасля заканчэння школы працавала медсестрой, затым скончыла Ленинградскі мединститут. Хотела стать хирургом. Светочеву направляют в Ленинградскую военно-медицинскую академию на курсы по военно-полевой хирургии. Началась война, и она мобилизуется на фронт. Трапила в танковую бригаду на место фельдшера, праз некоторый час у медсамбат под Ельней Смоленской области. Идут тяжкие бои за Москву. Елизавета Андреевна вспоминала, что раненых было вельмі шмат, их нельга было полечить. Их несли, везли, яны шли сами, прикрываючи свои раны. Медсамбат попал в кольцо. У час оказания допомоги раненому неподалеку разорвался снаряд, и она была тяжко поранена в правую ногу и контужена. У тяжкім стане ее переправили в лес до партизан, а оттуль на самолете в Москву. Ногу хотели ампутировать, але калі даведались, что дзяўчына-хирург, ногу заховали, уводячи великую колькость супрацьгангрэннай сыворотки. Больш за 2 месяца была в тяжкім стане. Як нога пачала поправляться, з группой медиков утекла со шпиталя на фронт. Працавала ў санітарным цягніку. У Каўнасе шпіталь развернулся и стал працаваць як одно з буйнейшых медицинских установ. Услед за наступаючими войсками отправилась бригада ўзмацнення, у якую была ўключана Елизавета Светочева. З гэтай бригадой яна дайшла до Кенигсберга. Там яна сустрэла дзень перамогі. Елизавета Андреевна Светочева в 1946 году приезжала в Новогрудок, шмат гадоў працавала хирургом Новогрудской районной больницы. Затым галоўным урачом противотуберкулезного диспансера. В 1970 году ей присвоили звание «Заслуженный врач БССР». Светочева за свою работу в 1972 году была узнагороджена орденом Ленина, 2 орденами Червоной Зорки, Айчинной войны первой ступени и многими медалями, грамотами и поддяками, занесена в книгу славы Новогрудского района.